Добрый день, уважаемые коллеги, представители дошкольных образовательных организаций Республики Коми. Коми Республиканский институт развития образования приветствует вас на вебинаре, который посвящен особенностям проведения традиционного уже 8-го всероссийского конкурса «Воспитатели России». Я хочу внимание обратить, что в рамках данного конкурса Коми Республиканский институт развития образования выступает оператором профессионального сопровождения педагогов Республики Коми. Уважаемые воспитатели, мы хотим первоначально обратить ваше внимание, конечно же, на идеологию данного конкурса. В 2011 году в рамках федерального партийного проекта «Единая Россия» была утверждена общественная организация «Воспитатели России». И через 4 года данная организация инициировала всероссийский конкурс «Воспитатели России». Очень важно, что в течение последующих лет он проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Внимание хотим обратить, что в прошлом году мы очень активно вместе с вами работали по созданию единого профессионального пространства. И это было связано с тем, что еще в 2017 году было принято решение о создании новой всероссийской общественной организации, которая содействует развитию профессиональной сферы дошкольного образования. Именно данная организация позволила во многих регионах создать региональные отделения, которые инициировали продолжение этого конкурса уже в 2020 году. Уважаемые коллеги, мы хотим внимание обратить, что на уровне нашей республики региональное отделение «Единой России» очень активно поддерживает данный конкурс. Конечно, в число экспертов входят представители Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и представители общественных организаций. И вы видите, что активность представителей дошкольных организаций, она постоянно растет. И это очень важно, потому что сегодня конкурс «Воспитатели России» дает еще одну профессиональную возможность продемонстрировать достижения развития дошкольного образования на уровне Республики Коми, представить лучшие практики воспитателей на уровне не только республики, на уровне Российской Федерации. Внимание обращаю, что в прошлом году уже 83 педагога участвовали в данном конкурсе. Активность растет, а значит, уважаемые коллеги, мы и сегодня обсуждаем особенности проведения данного конкурса для того, чтобы уважаемые воспитатели, уважаемые коллеги из муниципальных образований, которые будут поддерживать наших конкурсантов, смогли правильно, грамотно, профессионально, логично выстроить свою работу по формированию конкурсной заявки. Уважаемые коллеги из муниципальных образований, мы внимание обращаем, что, конечно, необходимо, чтобы каждое муниципальное образование представило возможность своим педагогам принять участие во всероссийском конкурсе. Уважаемые коллеги, мы очень надеемся, что активность муниципальных образований, она в этом году, конечно же, будет более ярко представлена. И мы увидим, что в этом году принимают участие педагоги из 20 муниципальных образований. Итак, уважаемые коллеги, нормативно-правовое регулирование конкурса в 2020 году уже определено федеральным положением о 8-м всероссийском конкурсе «Воспитатели России». Региональное положение и приказ уже был принят 29 июля 2020 года. И, конечно, как я уже сказала, что традиционно
Как и в прошлом году, данный конкурс поддерживается Министерством просвещения Российской Федерации на уровне нашей страны и на уровне республики. Данный конкурс поддерживается Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Ну и, конечно, данный конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов и Всероссийской партии «Единая Россия». Ну а наш институт является традиционно профессиональным оператором данного конкурса, и мы рады, что сегодня в онлайн-режиме, а также, уважаемые коллеги, данный вебинар вы можете просмотреть и в офлайн-режиме. Данная ссылка сохранится у нас в разделе «Профессиональный видеозал», и вы можете более подробно уже с каждым воспитателем проработать вопрос по созданию конкурсной заявки. Итак, уважаемые коллеги, мы хотим внимание обратить, что сейчас, уважаемые коллеги, мы будем более подробно говорить об основных требованиях к оформлению материалов республиканского конкурса. Уважаемые коллеги, в нашем институте проводится прием конкурсных материалов. И я рада представить Анастасию Александровну Галкину, методиста Центра общего образования, воспитания и социализации личности нашего института, которая будет курировать и прием материалов, и на любой ваш профессиональный вопрос готова ответить. У вас такая возможность есть, уважаемые коллеги, сейчас, поэтому вы можете задавать вопросы и в прямом сейчас онлайн-режиме, и после проведения вебинара. Уважаемые коллеги, я передаю слово Анастасии Александровне. Спасибо, Галина Владимировна. А теперь, уважаемые коллеги, мы с вами более детально рассмотрим основные требования к оформлению материалов республиканского этапа 8-го Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Первое – это у нас с вами рассмотрим нормативно-правовое регулирование конкурса в этом году. Какие требования к участникам? В конкурсе принимают участие воспитатели, педагогические работники и руководители дошкольных образовательных организаций Республики Коми. Участие в конкурсе является добровольным. В конкурсе не могут принимать участие победители конкурса 17, 18 и 19 годах. Цель нашего конкурса – это выявление, поддержка и распространение инновационного опыта воспитателей, педагогических работников и руководителей дошкольных образовательных организаций, определение успешно работающих воспитателей. Теперь с вами мы более детально рассмотрим, какие актуальные изменения произошли в этом году. Вы, наверное, уже заметили, первое, что изменились у нас сроки. В этом году конкурс проводится в период с 3 августа по 30 октября. Ранее, в прошлые годы, конкурс проводился в летний период времени. Также у нас добавилась одна номинация. Это лучшая методическая разработка по физическому развитию, воспитанию и оздоровлению дошкольников. И теперь обязательно к заявке мы прикладываем видеоработу. Какие требования к оформлению заявки? К рассмотрению и оценке в конкурсе допускаются подданные в срок заявки, содержание которых соответствует учрежденным номинациям конкурса согласно настоящему положению. Заявка должна соответствовать целям и задачам конкурса. Необходимо представить полноту информации и, конечно же, наличие инновационных подходов в организации процесса образования и воспитания. Требования к конкурсным заявкам. Обязательно у нас с вами заявка теперь состоит из описательной части и видеоработа. Описательная часть должна быть в формате PDF. В файле может содержаться текст, графики, схемы, небольшие фотографии. Объем информации должен быть не более 4 страниц при условии использования шрифта Times New Roman 14 через 1 интервал. Описательная часть у нас с вами состоит из общей информации, где вы пишете и указываете свои личные данные. Это фамилия, имя, отчество,
дата рождения, стажа вашей работы и так далее. Далее идет описание. В описательной части вам даются вопросы. Вы отвечаете на эти вопросы, связанные с вашей педагогической деятельностью. И последнее в описательной части – это у нас рекомендации. Прикладывайте рекомендации от руководителя образовательной организации или какие рекомендации вам дают родители детей, посещающих ваш детский сад, или от Государственного управления образования. Заявки принимаются организационным комитетом конкурса в сроки с 3 августа по 25 сентября до 17:00 на бумажном носителе в одном экземпляре и на USB-носителе с пометкой «8-й Всероссийский конкурс воспитателей России» по адресу город Сыктывкар, улица Орджоникидзе, 23, кабинет 309, Центр развития общего образования, социализации и воспитания личности. Какие технические требования к видеоработам? Видеоработа участников конкурса должна иметь формата MP3-4. Видеоработа должна быть в высоком разрешении в соотношении стороны 16:9, то есть горизонтальное изображение записи. Длительность видео до 10 минут. Использование музыкального сопровождения в видеоработе не рекомендуется. Если участнику необходимо использовать музыкальное сопровождение в конкурсной работе, оно должно быть не защищено авторскими правами и выбрано из бесплатной фонетики YouTube. Ссылка вам представлена. При выборе музыкального сопровождения необходимо выбрать условия. Указание автора не требуется. Запрещены также реклама услуг и товаров в любом виде, размещение ссылки на сторонние ресурсы, использование музыкального сопровождения, защищенного авторскими правами, и размещение логотипов программного обеспечения по конвертации и редактированию видео. Какие же у нас основные критерии оценки конкурсных заявок? Это актуальность представленного материала, точность и конкретность описания, научность, креативность, соответствие возрасту детей, целостность представленного материала, обязательно учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, значимость, результативность, внедрение инновационных форм, подходов в решении педагогических задач, отражение методических, педагогических аспектов опыта, возможность использования опыта работы в практике других образовательных организаций, соответствие федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, наличие системы мероприятий по распространению опыта. И, конечно, это творческий подход к презентации опыта, креативность. Основные критерии оценки конкурсных заявок. Оценивание конкурсных материалов по каждому критерию проходит по бальной шкале. 0 баллов ставится, когда критерий отсутствует. 1 балл – критерий представлен эпизодически. 2 балла экспертами ставится, когда представлена информация частично. И 3 балла ставим, когда информация представлена полностью. Количество баллов экспертов заносится в экспертный лист, общее количество баллов суммируется по каждому участнику в каждой номинации. Экспертная комиссия конкурса. Члены экспертной комиссии – это, конечно же, специалисты Министерства образования Республики Коми, эксперт Общественной палаты Республики Коми, это специалисты Института развития образования. Также у нас экспертами являются специалисты Педагогического колледжа имени Куратова и представители Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. Полномочия экспертной комиссии. Экспертная комиссия у нас с вами оценивает мероприятие конкурса в баллах в соответствии с критериями, установленными данным положением. Председатель экспертного совета конкурса в этом году, как и прежде, председателем является Светлана Николаевна Штеклен. Она координирует работу членов экспертного совета конкурса, организует координационное заседание по рассмотрению итогов конкурса, принимает решение о выдвижении победителей в номинациях участников конкурса, организует координационное заседание, на котором утверждается протокол по итогам конкурса.
представляет организационному комитету конкурса протокол для подведения и утверждения итогов конкурса. Сроки нашего конкурса. С 3 августа по 25 сентября у нас с вами первый этап. Это заявочный. Прием, регистрация конкурсных материалов. Срок представления документов в конкурсную комиссию заканчивается 25 сентября в 17:00. С 28 сентября по 13 октября у нас с вами идет второй этап. Это отборочный. Идет экспертиза конкурсных материалов. И не позднее 31 октября мы должны направить перечень победителей конкурса в Федеральный организационный комитет. Заявки, подданные после даты, указанной в пункте 3 и 6 положения, не рассматриваются и к участию в конкурсе не допускаются. Все материалы, присланные на конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются. Представляем вам информационную поддержку конкурса, то есть вы можете найти всю информацию о нашем конкурсе на сайте Института развития образования в разделе «Деятельность», далее «Мероприятия», выбираем раздел «Конкурсы» для педагогических работников и находим пункт названия нашего конкурса. Это республиканский этап 8-го Всероссийского конкурса воспитателей России. В данном пункте вы найдете всю информацию о конкурсе. Это заявка, это приложение, положение и приказ, согласие на обработку персональных данных, а также вы найдете форму заявок на конкурс и требования к ним. То есть в этом файле, где формы заявок, расписаны все номинации и все требования к конкурсным материалам более детально. Какие требования к документам? Вы должны обязательно предоставить, конечно, это согласие на обработку персональных данных. Как я вам выше уже сказала, что все формы документов размещены на сайте Института развития образования. И рекомендуем, строго оформляем формы заявок по выбранным номинациям. Их 8. Обратим внимание, есть номинации, где требуется определенный стаж работы. В этом пункте смотрим внимательно. Вся работа должна состоять из одного файла PDF. Все страницы заявки должны быть размещены в одном файле общим объемом не более 4 страниц. Видеоработа в одном файле видеоформат MP3-4 длительностью не больше 10 минут. Как я говорила вам уже выше, что вся представленная информация у нас с вами находится на сайте Института развития образования в разделе «Деятельность». Заявки принимаются организационным комитетом конкурса на бумажном носителе и на USB-носителе. Подведение итогов конкурса и награждение. Итоги конкурса объявляются в торжественной обстановке до 31 октября 2020 года. По результатам проведения конкурса определяются победители конкурса с присуждением 1, 2 и 3 места по каждой номинации. Победители конкурса награждаются дипломами от регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» и сертификатом участника конкурса от Министерства образования Республики Коми. По итогам конкурса в течение 5 дней после утверждения организационным комитетом конкурса протокола итогов конкурса издается приказ Министерства об итогах конкурса. Итоги конкурса публикуются на образовательном портале Республики Коми, открытое образование Республики Коми, ссылка вам представлена, на сайтах Министерства образования Республики Коми и, конечно же, на сайте Института развития образования Республики Коми. Все ссылки представлены. В этом году секретарем конкурса является Юлия Владимировна Карманова, методист Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности. Если у вас будут возникать вопросы, звоните на указанный вам номер, мы ответим на все ваши вопросы. И еще раз
Повторяю, что конкурсные материалы принимаются в Институт развития образования на Орджоникидзе 23, кабинет 309 с 3 августа по 25 сентября до 17:00. Время приема документов и регистрации кандидатов регламентировано. То есть принимаем с понедельника по пятницу с 9 до 17:00. С 13:00 до 14 обед. Спасибо, уважаемые коллеги. Если будут у вас возникать вопросы, звоните. Там есть адрес электронной почты. Пишите, будем вам отвечать. Всего доброго. До свидания.